Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. У нас сегодня очередной урок трезвости. Это совместный проект по методу Шишко, по информированию населения о вредности алкоголя, табака и других наркотиков. Сегодня наш урок посвящен государственной политике. И я как руководитель по течению ряда лет госалкоголь регулирования общественного движения «Трезвая Якутия» сегодня проведу урок, 5-й урок, и она посвящена именно действительно государственной политике. Почему нам надо обратить внимание на проблему алкоголизации на государственном уровне? Еще Михаил Ломоносов говорил, что величие и могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и размножении его народа, а не только в территории тщетной без обитателей. Наша Северная Республика является одним из стратегических направлений арктической зоны Российской Федерации. И то, что Владимир Владимирович Путин говорил о приоритетности защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации, для нас является это самой главной задачей — сохранение здоровья, жизни и здоровья наших граждан. Действительно, Арктика является самым тяжелым по своим климатическим условиям проживания людей на земном шаре, можно сказать. У нас полюс холода, север, поэтому особое внимание на здоровье населения. И наши уроки Шишко, по методу Шишко, направлены на то, чтобы мы меняли свое убеждение. Почему-то я так говорю, потому что по истечению многих обстоятельств наше население действительно имеет убеждение на употребление алкогольной продукции. На самом деле алкоголь по всем научным канонам является наркотическим веществом. И Геннадий Андреевич Шишко очень правильно сказал: кем бы вы ни были, если вы употребляете алкоголь, вы не ведаете главного. Ваше сознание искажено ложными представлениями об алкоголе. И давайте мы сегодня посмотрим слайды, которые я приготовил. Это слайды, которые, как говорится, выстраданы в течение многих лет. Есть прогноз на будущее. Если не заниматься проблемой алкоголя в ближайшие 40 лет, то население Российской Федерации может сократиться до 50 миллионов человек. Это действительно, конечно, волнует всех жителей. То, что в нашей республике проводится определенная работа, мы хотели бы обратить внимание на трезвые села, которых насчитывается 205 сел. И недавно на Восточном экономическом форуме об этом тоже говорили Министерство здравоохранения Российской Федерации. И это было одним из положительных моментов среди субъектов Российской Федерации. Здесь присутствовал глава нашей республики Айсен Сергеевич, поэтому эта работа дает тоже толчок к тому, что наши уроки дальше развивались, дальше мы доходили до школ, до каждого ребенка, до каждого дома, потому что именно ложное понимание алкоголя как пищевой продукт на сегодняшний день дает такое большое количество употребления алкоголя. Я хочу сказать, что
По городу Якутску, поскольку передача у нас по городу Якутску, я хочу сказать, что по статистике двухлетней давности у нас население города Якутска употребляет алкоголь на 6,5 миллиардов рублей. Это огромная сумма. И последствия, экономические последствия, то есть урон экономический для города, это вообще очень серьезные имеет последствия. Поэтому проблему употребления алкоголя просто одними, как говорят, ограничениями не решить. Действительно, я тут согласен. И посмотрим на методику работы ведущих стран, которые можно сказать, более-менее качественно решают проблемы алкоголизации населения. Это называется народное название метод Пресса. С одной стороны, это должны быть ограничительные меры, что проводит сегодня мэр города Якутска, да, Евгений Николаевич. А с другой, это антиалкогольная пропаганда обязательно должна быть. Здесь мы смотрим, вот как специалисты, как люди, занимающиеся этой проблемой долгие годы, это антиалкогольная пропаганда. И в действительности должны быть в школах уроки трезвости, где дети бы понимали правдивую информацию о том, что алкоголь – это сильно действующий наркотик, как указано в ГОСТе 1972 года. И такая пропаганда именно приведет к тому, что люди начнут понимать, откуда эти беды, почему человек теряет сознание, теряет, если продолжительное время употребляет алкоголь, и здоровье, и работу, и семью, все теряет человек. Поэтому здесь мы хотим сказать, что опыт республики в этом направлении одна из ведущих в Российской Федерации. И нам есть что рассказать. Вот на протяжении 2010 года руководителями республики были Вячеслав Анатольевич, Егор Афанасьевич Борисов, сейчас вот Айсен Сергеевич, и до этого Михаил Ефимович Николаев провели большую работу. Особенно я хочу отметить, вот Михаил Ефимович Николаев дал толчок политике трезвого, здорового образа жизни. И вот социологи посмотрели результаты, какая работа проведена и что получили. Начиная с 2012 года по 2017 год количество алкоточек сократилось почти в 2 раза. Было в 2012 году 1538 алкоточек, а в 2017 году 799. Вот это тоже показатель того, что при плановой научно обоснованной работе мы получаем вот такие положительные результаты. И что это дало нашему населению? Это самые такие показатели, да, вот самые опасные, можно сказать, для населения. Это заболеваемость алкоголизмом и алкогольным психозом, например, сократилось в 37%. Число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний. Почему сейчас Министерство здравоохранения очень заинтересовано, да, уменьшением употребления алкоголя? Потому что многие заболевания провоцируются именно употреблением алкоголя. Например, вот сердечно-сосудистые, они сейчас занимают одно из первых мест по количеству смертей, сократилось на 21%. Особенно на севере, вот когда холодный климат, об этом говорил тоже такой известный ученый, как Сикорский, да, вред от алкоголя усиливается температурой окружающей среды. И для нас, для якутян, холодный климат тоже добавляет это ущерб от употребления алкоголя. Значит, смертность от внешних причин. Умер замерз, сгорел, в ДТП попал смертельный и так далее. Сократилось на 30%. Количество умерших от убийств,
то есть кто-то кого-то убил, это тяжкие и особо тяжкие преступления, сократилось в результате вот этих работ на 41%. Это статистика. И количество умерших от самоубийств, где вот этот показатель тоже у нас по республике занимает одно из первых мест в Российской Федерации, сократилось на 26%. И вот так называемые вот сейчас трезвые села, средние показатели посмотрели по преступности, что беспокоит людей. Вот. И 203 микрорайон, 202 микрорайон, особенно летом, да, жалуются на то, что не дают спать. Это ночные гуляния, наливайки, вот эти лжекафе, которые продают круглосуточно, они увеличивают преступность. И вот посмотрели статистику. Если в среднем по республике 1285 единиц, да, на 100 тысяч населения преступлений, то вот где запретили, зоны, где запретили, это трезвые села, 208. То есть по сравнению 6 раз ниже показатель преступности населенных пунктов. Вот такие показатели. И коэффициент смертности населения на 1000 человек, ну, это такой огромный показатель. Если по республике Саха-Якутия 8,5, да, то в трезвых селах это 6,8. То есть, если посмотреть по этим таким значимым показателям, ограничительные меры очень положительно влияют на общее благосостояние, спокойствие наших сограждан. И многие говорят, что да, вот культурно, умеренно употреблять, по праздникам употреблять, ну, можно, а так злоупотреблять нельзя. Вот здесь я хочу дать ответ. В начале XIX века врачи, ученые врачи собирались и установили, что допустимой нормы алкоголя 0. То есть все врачи, ученые врачи России утверждают, что допустимой нормы употребления алкоголя нет. А так называемая мера злоупотребления, оно нигде и не зафиксировано. И кто так говорит, не дает никаких научных подтверждений. Теперь вернемся к методу Шичко. Геннадий Андреевич Шичко вот дает такие установки, что если человек хочет избавиться от употребления алкоголя, то самым главной задачей является уничтожение питейного убеждения и выработка трезвенного. Вот здесь я тоже повторюсь, значит, то, что в нашем обществе, нашей республике в том числе, сохраняется тенденция к тому, что да, злоупотреблять нельзя, а культурно употреблять можно. Наши специалисты говорят о том, что культурное употребление – это все равно, что культурное воровство. Нет такого понятия для нормального человека культурно воровать. Это все равно, что есть злоупотребление. И если мы обратимся к истории Российской Федерации, то есть такой депутат Государственной Думы 100 лет назад, Михаил Дмитриевич Челышев, его слышала вся Россия, царь обращался к нему, и он говорил вот так: «Только трезвый человек может быть здоров. Только трезвый человек может быть материально обеспечен. Только трезвый человек может действовать по законам совести. И только трезвый народ – сильный народ. И только тот народ, который ранее других отрезвится, будет владеть и управлять миром». Как пророчески он сказал,
что сейчас вот как раз мы живем в такое время, что идет разделение миропорядка, переустройство идет. И здесь нам, россиянам, конечно, надо брать себя в руки, осознать, что это от употребления алкоголя только вред, только здоровье губить, поэтому только вот как Владимир Георгиевич, наш лидер, российский лидер трезвенного движения, говорит, только трезвая Россия станет великой, и мы, якутяне, не должны отставать от этого. И тем более мне очень интересно стало, потому что, оказывается, в Якутии первое общество трезвости создал никто иной, как Алексей Алексеевич Кулаковский. Мы его знаем как основателя якутской литературы. А сейчас я другими глазами смотрю, что он первый председатель общества трезвости Якутии. Тогда на душу населения республики приходилось всего лишь 1 литр или меньше даже. Сейчас, по некоторым подсчетам, нам даже трудно посчитать, вот общественные организации, да, что на душу населения до 18 литров. Это официально, а еще неофициально еще может быть больше. Это вот по разные годы, я имею в виду. Поэтому от употребления алкоголя государство получает только потери. Это и деградация значительных слоев населения, это и сверхсмертность, ухудшение здоровья, утрата безопасности и экономические потери. Поэтому родителям, населению сегодня должно быть очень так внимательно относиться к этим цифрам, к этим показателям. И в своем докладе Лео Бакерия, известный кардиохирург, давал оценку по количеству алкоголиков. Да? Их больше всего, конечно, на севере. И здесь мы тоже начинаем понимать, что тем холоднее климат, тем больше вот ущерб от употребления алкоголя. То есть на севере мы должны жить абсолютно трезво. И вот недавно мы провели общественное обсуждение по вопросам дальнейшего сокращения употребления алкоголя. И люди говорят, вот дайте людям как бы другой образ жизни, замену алкоголя, и тогда люди перестанут пить. Этого не будет, потому что, как говорил академик всех медицинских академий, доктор наук Федор Григорьевич Углов, он так и подчеркнул свою работу по алкоголю, что пьянство держится на лжи, трезвость на правде. Как только человек узнает истинную правду об алкоголе, он перестает его употреблять. Вот этого принципа, этого настроя мы и держим. В чем заслуга Федора Григорьевича Углова? Он в течение 30 лет наблюдал за ростом продажи алкоголя и установил тесную взаимосвязь. Чем больше алкоголя продается, поступает в конкретный регион, страну, там, район, город, тем больше дефективных детей рождается. Он как медик это установил. И сегодня вот я недавно прочитал, что за 23 год в республике увеличилось количество детей-инвалидов на 1000 детей. А всего в республике 7,5 тысяч инвалидов. Поэтому то, что некоторые говорят, что у нас экология портится, поэтому у нас сейчас реклама, и мы через некоторое время вернемся. Не уходите.
Так, ну мы продолжаем. Значит, то, что исследовал Федор Григорьевич Углов, его работа, смысл в том, что чем больше алкоголя употребляется в конкретном регионе, конкретной семье, даже роде, то тем больше детей, инвалидов, больных детей с дефектами, различными дефектами рождается. И здесь мы тоже должны очень серьезно задуматься, откуда у нас вот столько детей-инвалидов, потому что количество выпитого алкоголя сегодня это, конечно, катастрофические цифры, если на всей территории Российской Федерации и в частности Республики Саха-Якутия. Вот эти цифры, эти диаграммы, они научно доказаны, поэтому нам остается верить и взять на вооружение. И вот я в начале передачи говорил, что в 1975 году на 28-й сессии Всемирной организации здравоохранения алкоголь был признан наркотиком, и тем более самым сильнодействующим наркотиком. Поэтому здесь Российская Федерация тоже является членом Всемирной организации здравоохранения, и алкоголь влияет на всю жизнедеятельность человека, в том числе и на потомство, да? Поэтому вот Федор Григорьевич, его доказательства нас должны настораживать. Кроме этого, то, что алкоголь на какие органы сильно влияет. В первую очередь это оказывается мозг человека, детородные органы и, самое главное, мозг человека. И здесь тоже есть данные, которые говорят, что рюмка водки, выпитая, да, убивает 10 тысяч мозговых клеток. И человек, который пил в течение 10 лет, у него мозг сморщен, уменьшен в размерах. И вот сейчас только вы увидели там снимок рентгеновский, где участок мозга кровообращение останавливается. И мы часто слышим, когда люди много пьют и утром просыпаются и говорят: помню, там дошел до Васе, дошел, не помню дальше, что было. Давайте перескажите мне, как я вел себя и так далее. И именно в таких случаях они совершают различные вот эти вот преступления бесконтрольные и так далее. И на самом деле организм человека полностью страдает. Каждая живая клетка, и в том числе сердце человека, которое дает нашу работоспособность, физическую активность, трудолюбие и в целом здоровье. И есть такое понятие, как алкогольная кардиомиопатия, где сердце человека увеличивается в размерах, почти в 2 раза увеличивается, и сердце начинает работать очень слабо, плохо сокращается. Об этом в своем видеоролике подробно рассказывал вот Лео Бакерия, известный кардиохирург России, известный во всем мире. Поэтому здесь мы тоже должны обратить особое внимание. Дальше вот есть такое понимание, что монголоидная раса не должны употреблять. Вот Александр Николаевич Майров, президент Международной академии трезвости, много раз приезжал в Якутию, и в его рассказах мы часто слушали, что у монголоидной расы, в том числе у якутян, нет такого фермента, как алкоголь-дегидрогеназа, который более-менее там нейтрализует вред от алкоголя. Но я не думаю, что других народов это спасает, совсем не спасает. Но у азиатский ген, вот его у россиян нет вообще. Поэтому то, что там итальянцы, французы пьют, там культурно, может, употребляют и так далее, хотя их тоже не спасает. Сейчас чистых французов во Франции, говорят, нет, там уже полностью население меняется. И вот отсутствие вот этого фермента тоже говорит о том, что якутянам вообще алкоголь противопоказан.
И многие вот задают вопрос, почему все-таки люди пьют, вот один раз попробовали, 2 раза попробовали и начинают дальше продолжать употреблять алкоголь. Вот здесь еще раз подтверждается то, что алкоголь является самым настоящим наркотиком. Есть в головном мозгу центр удовольствия, и когда человек употребляет алкоголь, он воздействует по этому центру, и человек получает в начале огромный, как говорится, прилив ощущения счастья, благополучия и так далее. Это начинает действовать этанол, и клетки мозга начинают перед тем, как погибать, они выбрасывают вот такую мощную энергию. И это мы наблюдаем, когда человек вот проходит 5 стадий опьянения. Сначала он становится веселым, почему на праздниках всегда употребляет, и без алкоголя как бы праздник не праздник, да? На самом деле это только временное явление, оно проходит буквально полчаса, от получаса до 2 часов, а потом человек превращается потихоньку как бы в скотское состояние, вплоть до того, что у него наркотический сон. От этого многие даже и не просыпаются, если очень много употребляют. Поэтому мы здесь наблюдаем, что алкоголь — это действительно наркотик. И как же все-таки происходит программирование нашего населения? Оказывается, вот установлено, что алкогольные компании, которые производят и продают, 10% своих доходов отправляют на рекламу. Сегодня мы это видим в этих энергетиках. Очень много энергетиков сейчас продаются в продуктовых магазинах. Правда, вот сегодня я услышал, что в регионах начали запрещать, и штрафы большие там. Но в наших магазинах они продаются. И это рекламный ход алкогольных компаний, которые привлекают молодежь, чтобы молодежь начала употреблять алкоголь, содержащие продукты. Для этого сначала они должны мягкий алкоголь. Поэтому Владимир Георгиевич Жданов всегда отмечал, что самый опасный алкоголь — это шампанское, пиво и вот эти вина мягкие якобы, да, потому что у них мало содержания алкоголя, и женщины, дети начинают именно с этих. Поэтому вот сейчас вы видите, как появляются рекламные вот этих трюки. Это шоколад в бутылке шампанского для детей вроде бы, да. И многие фильмы сейчас вот через средства массовой информации, если мы говорим, то многие фильмы, культовые фильмы проходят в основном, когда изобилие цен курения и алкоголь употребления. И здесь, когда мы говорим, спрашиваем, они говорят, ну это же реально так. Но когда мы обращаемся в детских фильмах, мультфильмах, например, «Волк, ну погоди, курит», реально же он не курит? Или «Крокодил Гена», он реально не курит, а его вот делают именно сигареты с трубкой, Простоквашино там. Ну вот такая именно компания путает население, люди потихоньку программируются и считают, что это необходимая часть жизни человека. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети не употребляли, то начинать должны с самих себя. Это в первую очередь. И здесь вот тоже сразу, если взрослые решили воспитать детей в трезвости, в здоровом образе жизни, то сначала надо посмотреть в первую очередь на себя. И вот тут интересную работу провели психологи Москвы, где дали задание детям 5 лет в праздник поиграть, то дети
нашли игрушки, напоминающие бутылки, начали говорить тост, рюмки, поднимает это. И в этом случае Геннадий Андреевич Шичко говорит о том, что вот эти дети уже имеют программу. В коре головного мозга есть уже программы, которые когда-то, да, вот у нас в магазинах вы часто, наверное, видите 18+. 18+ это тоже, с одной стороны, реклама, которая вроде бы воспрещает, а с другой стороны, это старт. Вот ты взрослый, все дети хотят быть взрослыми, да? А признак взрослости — это когда сигарета на руках, когда человек пиво пьет, алкоголь пьет и так далее. Вот поэтому здесь самым сейчас популярным видом алкоголизации населения сега можно считать, что вот энергетики. Сейчас студентов можно часто видеть, блоками покупает, не зная о том, что в этих изделиях очень много находится скрытого алкоголя. И это постепенно подводит к тому, что человек без алкоголя и не сможет. Он попадает в зависимость. И вот у Геннадия Андреевича Шичко есть пирамида зависимостей. В этой пирамиде показано, как человек развивается вообще в социуме. И самая первая зависимость — это физиологическая потребность. Вот когда человек попадает или от табака, или от алкоголя в зависимость, то он на самом начале своего развития попадает в зависимость. Тогда остальные ступени ему очень сложно или вообще становится невозможным преодолеть вот эти ступени. Ну, например, да, первая потребность физиологическая, она необходимость в воде, пище, жилье, одежде, воспроизводство рода и так далее, да. А вторая потребность — это защита от болезней, преступности, от врагов. Почему на наших улицах преступность, да, болезни никак не сократятся, вот, враги внешние, весь коллективный Запад. Дальше дружба, любовь, взаимопонимание. И самая верхняя часть — это потребность в саморазвитии, это духовный рост. Почему церкви пустые, да? Почему самосовершенствование? Сейчас очень часто мы начинаем слышать качество образования, как сейчас происходит, докуда дошло. И здесь во всех вот этих показателях мы видим, что происходит вокруг. Поэтому уроки трезвости по методу Геннадия Андреевича Шичко мы вот сегодня продвигаем в широкие массы. Эти уроки призваны на то, чтобы большее количество людей слышали, пользуясь нашими ссылками, можно отправлять эти уроки знакомым, близким, родным, потому что где-то человек все равно для себя что-то подчерпнет. Но вот часто я наблюдаю то, что те, кто сами курят или пьют, им не нравится вот это слушать, что это вредно. Когда им говоришь о том, что это вредно, их это нервирует, но это не есть хорошо. Это есть то, что сам человек себя пытается оправдывать. Поэтому лучше для нас, чтобы наше здоровье служило нам. Но есть такие статистические данные о том, что если человек курит, живет 15-20 лет короче. Ну, а люди говорят, что ну и что, зачем мне такая жизнь на 15 лет? Но мы точно знаем, что человек сколько бы ни жил, есть такое понятие, как качество жизни, его продуктивность, его творчество. Вот
То, что вначале я говорил, рюмка водки убивает 10 тысяч мозговых клеток, это еще не все. Если человек употребил вот вчера, допустим, алкоголь, изрядное количество, то по данным ученых Японии, от 25 до 75 дней вот этот мозг этого человека творить не может. Творческая работа для него будет очень сложно идти. А что такое мозг руководителя? Что такое, да, коллективное, если много людей на банкетах, на этих употребляют алкоголь, то в коллективе это отражается как бы достаточно долгой стабилизацией в развитии. Но это я культурно говорю. А на самом деле это ничего хорошего в этом нет. Поэтому предыдущие уроки наши коллеги провели. Действительно, для нас формат не очень такой привычный. Я думаю, что мы будем совершенствоваться. Уважаемые радиослушатели, вы отправляйте в ссылках, в комментариях свои вопросы. Вот сегодня утром буквально мне дали вопрос о том, что раньше был алкоголь качественный, а сейчас некачественный, поэтому люди спиваются, люди там получают большой вред. Это не так. Есть слабый алкоголь, есть шампанское, есть водка. Вроде бы они разнятся, но вред от него все равно есть. Поэтому качественный яд или некачественный яд, оно все равно остается ядом. Поэтому, уважаемые радиослушатели, у нас время заканчивается, и вот мы пожелаем вам, чтобы вы сделали рассылки этих уроков. Да, рассылкой этих уроков мы желаем, чтобы трезвость, которую мы получили от природы, ни одно живое существо сам себя не отравляет, только вот разумный человек это получается. Поэтому мы должны вернуть, особенно на севере, особенно в трудных климатических условиях, мы должны жить трезвым, здоровым образом жизни. Это наше будущее, это наше процветание, развитие. На самом деле ни один родитель не хочет, чтобы его дети употребляли или табак, или алкоголь, или другой вид наркотика. До свидания.